Сегодня мы постараемся с вами поговорить о некоторых итогах прошедшего года 2020 и возможных перспективах Абхазии. Хотя тут следует сразу оговориться, что говорить о перспективах сложно, так как прогнозировать что-то, тем более в наших условиях и с нашей колокольни, очень сложно. Но тем не менее это надо делать. Образно выражаясь, предыдущий год можно назвать красивой страницей, красиво оформленной страницей 2020, которую человечество перелистнуло. Но, судя по всему, еще долго человечество будет перелистывать свою вот эту страницу, которая называется 2020. И не только потому, что человечество поняло, что историю нельзя забывать, то не только потому, что там история иногда безжалостна к тем, кто его забывает, а еще потому, что, мне кажется, в первую очередь, потому что 2020 год с его пандемией и беспомощностью человечества перед болезнью 2020, которая возникла как очередной вызов, показало, что еще этот год еще будет очень долго оставаться настоящим для человечества. Или образно выражаясь, как говорил еще Эрнст Нольте, это будет прошлым, которое не проходит. По своим последствиям и по влиянию на возможное будущее всего человечества. Почему мы можем сделать такой вывод? Потому что еще в начале пандемии мы иногда общались с умными людьми, с более умными людьми, и они говорили, что жизнь уже не будет такой, как раньше, после пандемии. То есть жизнь после пандемии будет другая, не похожая, но на то, какой она была до пандемии. И это относится не только к медицинским показателям. Я бы сказал, даже не столько. Потому что человечество, несмотря на то, что понесет серьезные потери, в смысле человеческом измерении, к сожалению, для истории это останется статистикой. А человечество когда-нибудь найдет противоядие против коронавируса, COVID-19. Но вот геополитические последствия, которые станут так или иначе следствием новых взаимоотношений в мире, вызванных пандемией, никуда не денутся, и они, к большому сожалению, сегодня имеют тенденцию к осложнению этих взаимоотношений. Почему я об этом говорю? На мой взгляд, вы все прекрасно знаете, что когда возникла пандемия, люди, в основном медицинское сообщество, начало искать противоядие. Все сейчас говорят о вакцине. Даже я не знаю, насколько правильно так выражаться, можно говорить о странах вакцинерах. Проблема в том, что если раньше была у нас холодная война, мы все знаем, что холодная война, все очень громогласно заявляли, что она закончилась, но все войны, как вы знаете, и холодные, и горячие, только заканчиваются тогда, когда одна из сторон одерживает полную победу, а другая противная сторона вынуждена признать эту полную победу противной стороны. И это относится как к горячей, так называемой войне, так и к холодной войне. Исходя из этого, холодная война никогда не заканчивалась и не закончится, просто у нее бывали разные фазы в зависимости от потенциалов противостоящих сторон. И 2020 год показал, что на войне, холодной войне, появляется другой фронт.
фронт так называемой вакцинной дипломатии. Если раньше основным фронтом холодной войны была гонка вооружений, которая была сдерживающим фактором для противной стороны, а холодная война, вы понимаете, да, шло между двумя центрами сил, сейчас возникает новый фронт борьбы с коронавирусом. И вот самое удивительное и странное, да, человечество, говорят, наступает на одни и те же грабли. Человечество никогда не учится на ошибках. И еще говорят, история всегда повторяется, но никто никогда не учится у истории. И здесь то же самое. Чтобы объединиться, вместо того, чтобы объединиться человечество вокруг общего невидимого врага, коронавируса, они, наоборот, те люди, которые, человечество, как мы знаем, разделено, да, те люди, которые представляют разные влиятельные силы этого человечества, начали использовать появившуюся ситуацию в результате коронавируса, каждый, чтобы продвинуть свои интересы, доказать свое величие или свое могущество над другим. И вот это отличительная черта нашего времени, в котором, как говорил Фазиль Искандер, в котором мы стоим. Уже давным-давно все поняли, кто не хочет понять, я не знаю, только потому, что не хочет понять, что мы маленькие, мы находимся, как бы, может быть, кому-то кажется, далеко от центров притяжения влиятельных сил, но тем не менее, все, что происходит в мире в глобальном плане, касается нашего региона напрямую. А мы живем в этом регионе. Я всегда студентам говорил, чем больше контекст, тем лучше понятен текст. Это грубо говоря, да? Чем шире мы смотрим на вопрос, тем лучше мы понимаем суть этого вопроса. Чем меньше вопрос, тем глобальнее контекст. И в этом плане нам, по-моему, в Абхазии чуть-чуть этого не хватает. Другой вопрос, что говорит обо всем, о глобальном, и без аргументов, и без достаточного анализа тоже неправильно. Поэтому, если я дошел до этого, я сейчас скажу свою мысль. Я вообще сторонник того, чтобы в Абхазии издавалось хотя бы один журнал, где эксперты и ученые могли бы выражать свое отношение к тому, что происходит. Именно в том контексте, о котором я говорю. А в противном случае что получишь? Какая у нас ситуация с этим, с выражением нашими экспертами своего мнения? Или выражают в Фейсбуке, который является, мягко говоря, ненаучным источником или изданием, или вынуждены публиковаться в российских или других изданиях. А когда мы поодиночку, я, Илана, Даур, мы публикуемся в разных, скажем, изданиях российских. Мы там, наша позиция там тонет в позициях других авторов. Необходимо, чтобы абхазские авторы обсуждали между собой именно абхазский контекст глобальной политики. Мне так кажется все-таки. Мы любим создавать центры, программы и так далее. Вместо всего этого мы создали бы один журнал, мы уже за это время собрали бы экспертов и ученых, размышляющих над этим вопросом в большем количестве. Может быть, мы принесли бы больше пользы нашей стране. Ведь сегодня самое главное богатство у стран, у народов, что это ресурсы человеческие. Просто у нас и так мало ресурсов человеческих, но мы их и не можем собрать и направить в нужное русло. Мне так кажется, это связано. Почему я сейчас говорю о внутренних проблемах? Потому что не бывает внутренней и внешней политики отдельно друг от друга. Они всегда взаимосвязаны. Раз я дошел до внешней политики, я
сошлюсь на концепции внешней политики 2020 года, которая, во всяком случае, была опубликована 29 декабря 2020 года. Главный приоритет нашей внешней политики – это сотрудничество с Российской Федерацией. И при этом в обзоре МИД Российской Федерации также написано, не написано, что приоритет – это Абхазия, естественно, да? Понятно, что у России чуть-чуть другие приоритеты. Но там написано, что вот они перечисляют все, чем занимались в 2020 году. И вот когда до Абхазии доходит речь, обычно мы идем в паре с Южной Осетией. Хотим мы или не хотим, это так. Отдельной строкой мы в бюджете не обозначены. Там речь идет о том, что да, продолжалось плодотворное сотрудничество. Российская Федерация занималась продвижением республик для дальнейшего их признания и так далее. То есть все в дружеских тонах. При этом я должен объявить все эти документы, все, что у нас принимается, каждый год принимается вот этот обзор МИД, и каждый год у нас тоже принимается обзор МИД, кстати. И везде есть ссылки на документы, на договор о сотрудничестве и добрососедстве 2008 год, помните, да, после признания, который был подписан, и второй документ, который был подписан в 2014 году о союзничестве и стратегическом партнерстве, называется. Вот в этих документах везде есть ссылка, что в абхазских документах, что в российских документах. В том же обзоре МИДа России, о котором я говорил, написано о том, что во время пандемии Россия оказывала помощь Абхазии. Мы все это знаем, да? Но хочу заострить, оказывала помощь в чем? То есть присылались лекарства, антисептики, присылались врачи, и госпиталь был открыт при их силе. Да? Они проводили дезинфекцию силами радиотехнических служб. В 2020 году вакцины российские, спутник Ви, доставлены в Россию и в Казахстан. И в России и в Казахстане начато совместное производство спутника Ви. Также, наверное, многие смотрят телевизор, вы знаете, доставлено в Сербию, в Венгрию, тоже там написано, в Сербию, в Венгрию, это в европейские страны. В Венгрии вообще член Евросоюза, если кто-то помнит. Там написано о том, что за 2020 год доставлены, сейчас я не буду перечислять, но почти во все страны Латинской Америки. И ведутся переговоры о совместном производстве российской вакцины «Спутник Ви» в этих странах. Я к чему это говорю? Многие сейчас могут задать вопрос, к чему я говорю. Мы с вами уже знаем, что мы стратегические партнеры. Может быть, даже единственные стратегические партнеры, самые надежные партнеры России, находящиеся в ближнем зарубежье. На фоне вакцинной дипломатии отсутствие хоть какого-то количества, хотя бы для демонстрации, доз российской вакцины на территории Абхазии говорит о том, что, мягко говоря, скажем, не может не вызывать вопросов в эпоху вакцинной дипломатии. Это к чему я говорю? Я сейчас говорю не о том, что там, почему они не прислали, или почему мы не поехали, не взяли. Я говорю о том, что у нас там, и у нас, и в первую очередь у России, думаю, есть вопросы. В этом вопросе, в этом, так сказать, проблемы. Я сейчас
должно говориться, что ничего плохого о том, что там вакцины доставляются в другие страны и производится, нету. И я даже очень рад, что для людей там живущих, во-первых. Во-вторых, рад за Россию. Ведь продвижение российской вакцины есть продвижение российских интересов. А Россия наш стратегический партнер. То, что хорошо для России, хорошо для нас. Так же? Так. Это к постановке вопроса. Безоценочно. Просто я хочу, чтобы люди на это обратили внимание. Просто когда мы говорим безосновательно, нам надо говорить не безосновательно, а с помощью документов. Люди, думающие, пишущие о геополитике, ну так скажем, геополитическая мысль, с точки зрения, ну там разные есть направления, ну с точки зрения державников, вот есть оппозиция, да, которые считают себя державниками и считают, что миром движет, как Черчилль говорил, да, у Великобритании нет друзей, у Великобритании есть только интересы, да. А в принципе, мы живем в эпоху торжества реал-политики, реальной политики. То есть мы понимаем, что политика бывает двух видов. Реал-политика и идеал-политика. Реальная политика – это политика, основанная на интересах. Идеал-политика, то есть идеальная политика, основанная на справедливости. Но я сейчас вспомнил одну фразу из Фауста, кажется, да, когда автор Фауста устами своего героя сказал: нет справедливости ни на земле, ни выше. Да? Вот насчет справедливости, тем более политической, в политике. Другой вопрос, вот согласно мнению этих людей, глобалистов или представителей геополитической науки, так будем говорить, кроме интересов у больших стран других головных болей, так скажем, сердечных взаимоотношений не бывает. И большим странам не нужен порядок и институциализация отношений, то есть официальное оформление каких-то связей между государствами, маленькими и большими. Почему? Потому что, по их мнению, может быть, во многом они правы, по их мнению, большие государства не нуждаются в порядке, потому что у них достаточно сил и ресурсов для того, чтобы защищать свои жизненные интересы и при хаосе, и при беспорядке. А зачем им не нужны оформленные союзы? Ситуационные союзы можно создавать конкретно под любую ситуацию. Да? Вот сегодня сложилась какая-то ситуация, и у меня свои союзники. Ну, если я держава, да, у меня свои союзники, маленькие, большие, неважно. Ситуация закончилась, я, грубо говоря, кидаю этих союзников и уже смотрю в другую сторону. Да? Это, грубо говоря, вот элементы реал-политики. Но мы с вами не являемся пока, во всяком случае, глобальной державой, да? И нас с вами не устраивает такая ситуация. Я понимаю, что сейчас все говорят: о чем ты говоришь, от нас же это не зависит, да? Какой линии поведения придерживаться. Во-первых, о чем я говорил сначала, поскольку когда ты маленький, имеешь дело с большими, тем более у которых свои разборки там, да, очень сложно хитрить. Быть хитрым в драке маленьких – это в абхазских сказках только бывает, но не в 21 веке при торжестве принципов реал-политики. Поэтому, вот я раньше о чем говорил, почему вопрос возникает, почему у нас нет вакцины. Значит, стратегические партнеры должны быть стратегическими партнерами везде и всегда. Это относится и одной стороне, к другой стороне. Другое дело, мы маленькие, мы можем предъявлять претензии только себе. Большим мы предъявлять претензии не можем, как вы понимаете, да? С большими мы должны говорить честно.
Я не говорю, что кто-то с ними не говорит нечестно. Тогда надо понять, мы стратегические партнеры или нет. Тогда возникает вопрос. Да? Это нужно даже не столько для спасения там, какого-то количества людей с точки зрения там, мировой статистики, я говорю. Для нас каждый человек важен. Современная поляризация глобальных сил, мне кажется, приведет к некому такому изменению, которое в отношении нас выльется в какое-то новое институциональное образование в нашем регионе. Может быть, не только в нашем регионе. Опять я сошлюсь на концепцию внешней политики Республики Абхазия, там, где написано «Мы, Абхазия, будем принимать участие во всех региональных военно-политических и экономических союзах». Я сейчас, может быть, не точно цитирую, но цитирую мысль, которые проводятся Российской Федерацией или при ее участии. Там есть ссылка, приводится на СНГ, Союзные независимые государства, и Евразес. Две структуры, в которых Абхазия готова принимать участие. Не исключая этого, я полагаю, что тут возможен другой современное уже требование. Я уже говорил, что поляризация ставит другие вопросы. И, на мой взгляд, союз государств малых и больших, естественно, я сейчас говорю о том, что флагманом этого союза может быть только Россия в нашей ситуации, да, поскольку я опять сошлюсь на концепцию, там написано о том, что мы стратегические друзья и так далее, мы на первое место всегда ставим Россию. И в связи с этим мы должны понимать, что флагманом нашей геополитического поведения в дальнейшем может быть Россия. И мне кажется, что в нашем регионе находятся страны, которые имеют полярно противоположные интересы. Мы должны это понимать. Но они, наверное, когда-нибудь придут к осознанию того, что ради сохранения своей самобытности, даже не будем говорить каких-то интересов, да, а сохранение самобытности является главным интересам любого государства, любого народа, может так получиться, что они приведут к осознанию необходимости создания коалиции, координации действий уже в рамках какого-то союза. Союзы создаются ситуационные, понятно. Но я уже раньше говорил о том, что региональные союзы всегда формируются по диктовку глобальных проблем. Региональная геополитика всегда следует в тренде и зависит от тенденций глобальной ситуации, которая складывается в мире. Поэтому такой союз. У России есть проект, который называется «Большая Евразия». Он не только военно-стратегический, но и экономический. Понятно, экономика и политика – это, как говорили классики марксизма, базис и надстройка. Да? Они идут в одну ногу. Вот поэтому сейчас, не углубляясь в это, вот пока остановимся на самом тезисе о возможности создания в нашем регионе с охватом государств из других регионов, этот союз, на мой взгляд, может состояться, если только он будет, безусловно, будет основываться на интересах самих стран, безусловно, но и также на ценностных интересах, на общности подходов к вопросам истории, к вопросам культуры и так далее. Еще я считаю самым главным условием, необходимым для создания такого рода союзов, это сочетание принципов реал-политики и идеал-политики, о которой я говорил. Мы при других обстоятельствах, при только реальной политике, там все
кроме больших государств, будут чувствовать себя ущемленными. А когда союз между ущемленным и ущемляющим, он будет недолговечен. Поэтому вот такой союз, если бы он возник, а я думаю, он скоро может на повестку встать такой вопрос, будет способствовать стабильности в регионе и не только, будет способствовать интересам Абхазии, поскольку мы говорим из Абхазии, потому что, почему я так считаю? Потому что такой союз будет способствовать, кроме безопасности, дальнейшему признанию государственной независимости Республики Абхазия. Там я допускаю, что такой союз может быть многоуровневый, там могут быть входить государства, которые признают, может быть другое членство ассоциированное или какое-то другое, можно это придумать, да, лишь бы желание было. Но как бы там ни было, это будет продвигать вопрос признания государственной независимости. И это, в свою очередь, что важно, очень важно для нас с вами, будет соответствовать интересам Российской Федерации, которая первая признала эту самую государственную независимость. Спасибо. Я бы хотел задать следующий вопрос. Вы отметили, что когда началась мировая пандемия, в самом ее начале, в 2020 году, мировые, ну, скажем так, лидеры на нашей планете в лице Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, ну, сейчас мы Китай не берем в расчет, оказались на пороге, ну, такой глобальной паники среди населения. И возможно ли, что, скажем так, они отложили для своих региональных партнеров, как сейчас это принято говорить, поставки вакцины для того, чтобы поднять свой престиж среди своего населения и таким образом обезопасить себя также в лице, ну, на международной арене? Спасибо. Ну, во-первых, да, это делается сперва, это афишируется сейчас, так говорится, сперва для себя, потом для других. Но мы сказали, в политике все-таки мы иногда делаем даже в ущерб своим, чтобы другим что-то доказать. Тут ничего личного, но большая политика, так называемая большая игра. Да? Я думаю, ну, я сейчас не буду говорить о всех региональных партнерах России, да. Я думаю, в нашем случае, в общем, и я только хочу и сказал, и хочу еще раз повторить, что я ставлю только вопрос. У меня нет ответа до этого, но у меня возникает, как говорил один персонаж известного фильма, меня терзают смутные сомнения по поводу соотношения объемов необходимых доз вакцины. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Сколько этих доз в первую очередь необходимо для Абхазии, и сколько необходимо, и как далеко надо вести это в Сент-Винсент и так далее. То есть тут я хотел бы, чтобы мы остановились на большом жирном вопросе. Аслан, вы говорили о гипотетическом союзе некоем. Вот если можно немножечко поподробнее, и кто будет основными игроками, если это такой союз вообще возможен? Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень сложный, поскольку, да, действительно, я говорил гипотетически, но поскольку я не являюсь человеком, который разрабатывает и ведет переговоры с этими странами, возможными участниками, мне сложно говорить. Я вообще с самого начала сказал, это попытка что-то проанализировать, хотя наша современность или вообще текущая ситуация не допускает, трудно вообще поддается прогнозированию, тем более, когда мы не решаем, мы не диктуем, мы не создаем правила игры. Другой вопрос, я уже говорил, кто будет главным игроком в этой ситуации. Главным игроком там
может только Россия в нашем регионе, поскольку мы в союз с Турцией вступать не можем, в союз с Евросоюзом и с Америкой не можем, потому что они нас считают оккупированной территорией, причем грузинской территорией, которая оккупирована Россией, а где сами абхазцы находятся, никому неизвестно. Да? И эту идею поддерживают все страны, почти все страны, кроме России и ее союзников. В этом вопросе мы должны быть четко поставить вопрос. Да? Вот как мы можем вести договоры и вообще и переговоры, которые у нас сегодня идут в Женеве. Я понимаю, там это делается для того, чтобы делать, для того, чтобы переговоры были, а не для того, чтобы решить какой-то вопрос. Да? Другой вопрос, у нашего населения должно быть четкое понимание, что мы не можем договариваться со странами, которые нас считают грузинской территорией, которую оккупировала Россия. Даже не абхазская территория, которая оккупирована Россией, а грузинская территория. Поэтому тут двух мнений не может быть. Это может быть Россия и ее союзники в регионе, и я сказал, и вне региона тоже. Как понятно, мы закончим, с чего начали. И этот год для всего человечества был очень сложным. И это время 2020, и ее пандемия, и беспомощность человечества на этом не заканчивается. Оно будет продолжаться это время. Это будет, как я уже говорил словами Эрнста Нольте, это будет прошлое, которое не проходит. Я надеюсь, что мы из этого прошлого извлечем уроки, и у нас будет будущее, которое не хуже настоящего.